Алхамдулиллах, салату вассаляму аля расулиллах. Судный день. Положение верующих мусульман, именно тех, которые совершали благодеяния в судный день. И мы с вами говорили о тех, кто помогает своим братьям, которые облегчают им жизнь. И мы с вами приводили хадис, что Аллах будет всегда решать наши проблемы. Аллах всегда будет давать облегчение нам, пока мы будем продолжать решать проблемы наших братьев. Поэтому, если у кого-нибудь из наших братьев есть какие-то проблемы, жизненные трудности, конечно, мы этому радоваться не должны, потому что мы одно тело, одна душа, но мы должны прекрасно понимать, что это для нас великая возможность. Великая возможность заработать награду Всевышнего Аллаха, помочь Ему хоть как-то, да, может быть финансово, может быть, не знаю, физически, может быть, просто за него дуа делать, да? Дуа делать, иногда это самое лучшее. И тем самым, альхамдулилля, заработать милость Аллаха и помощь Аллаха, чтобы Аллах тебе помогал. Не только в этой жизни, и в судный день. Потому что в судный день, мы с вами приводили хадисы, Аллах избавит многих рабов именно от трудностей судного дня только за то, что они избавляли своих братьев от трудностей мирской жизни. Поэтому, бисмилля, надо помогать друг другу. Иншаллах, Аллах поможет нам. Сегодня поговорим о тех, кто сдерживает свой гнев, о тех, кто смог найти в себе силы обуздать свой нефс, свой я и сдержать свой гнев ради довольства Аллаха. В жизни часто случается так, что человеку наносят различные обиды. Одно дело, если эти обиды наносят человеку абсолютно, может быть, незнакомые, посторонние люди, особенно больно и тяжело, когда эти обиды наносят твои близкие люди, которых ты любишь, которым ты служишь, за которых ты переживаешь, которым ты помогаешь, да, это особенно тяжело. Даже мы знаем, когда Абу Бакр, радийаллаху анху, очень долгое время помогал своему дяде, Мистах, да, его звали. И когда он увидел, что и он, который получал сколько лет помощи от Абу Бакра, поддался вот той фитне, когда дочь Абу Бакра, чистейшую супругу нашего пророка, саллаллаху алейхи вассалям, обвинили в разврате, да, и когда он увидел, что и он поддался, его дядя поддался, которому он помогал этой фитне, это было ему очень тяжело. И он даже внутри решил для себя, что он не простит его и не будет ему помогать. Поэтому от посторонних людей ожидать чего-то, это как-то полегче. А вот когда люди, которые близки тебе, и они тебя предают, это тяжело. И когда Аллах не спаслал аят, и сказал: прощайте, ибо вы же тоже хотите, чтобы Аллах вас простил, он понял, что этот аят был ниспослан ему. И потом он простил своего дядю. Поэтому близкие люди, друзья, родные, семья, которым ты делаешь добро, о ком ты заботишься, иногда наносят нам обиды. И, конечно, эти обиды, они оставляют глубокий след там, внутри. И избавиться
от этих чувств очень тяжело. Иногда нужно время, иногда нужно проявить очень много усердия, да? Потому что, в каждом из нас живет нафс, в каждом из нас есть я, и когда затрагивается чувство нафса, нафс очень сильно обижается. И чем, кстати, вот некоторые люди, они бывают очень обидчивые, да, все-таки это и как бы болезнь нафса бывает, что вот там, когда затрагивают его я, лишают его я, его доли, участи, да, тогда вот человек очень часто обижается. Особенно такие самовлюбленные, которые тщеславные люди, высокомерные люди, которые больше всего любят себя, да, вот особенно они обидчивые бывают. Но обида она есть, так ведь? И, конечно, когда берут тебя за живое, хочется ответить. Хочется возвратить тем же. То есть обидеть его близких, может быть, человек, который тебя обидел, оскорбить его, сделать ему, что-то плохое. Что-то плохое. И вот в таком положении усмирить свой гнев, сдержаться, тут на это способны очень немногие. На это способны очень немногие. И поэтому в исламе сдерживание гнева является одним из самых, скажем, прекрасных нравственных качеств, которые украшают мусульманин. Мусульманин должен сделать все, чтобы сдержать свой гнев. Мусульманин должен сделать все, чтобы сдержать свое я, которого обидели. Есть целые книги, есть целые циклы ваазов, уроков, которые учат нас, которые врачи, наши духовные наставники, скажем, ученые, шейхи, которые прописывают, как вот врачи прописывают больному пациенту, да, поэтапно лекарства, какие лекарства нужно пройти, какие-то обследования, все, вот 10 дней вот это, потом дальше это. Вот так даже есть книги, которые учат нас сдерживать свой гнев. Есть книги, которые учат нас, побуждают нас, как прощать людей, которые тебя обидели. Поэтому в исламе сдерживание гнева это прекрасное качество. И это качество, дорогие братья, не слабых людей, а самых сильных. Поэтому посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: не тот силен, кто может ударом кого-то сломать, да, а тот силен, который может обуздать свой нафс. Иногда кому-то набить морду, да, требует намного меньше сил, чем остановить себя от этого дела. И поэтому многие не могут остановить себя. Потому что остановить себя, тем более, когда ты имеешь физическое превосходство, или там языком, когда во время там бурных баталий, споров, да ты можешь его просто закопать словами. У тебя и интеллект, и знания, и таланта, красноречия может быть намного больше. Но имея вот эти возможности, видя, что он слабее тебя, если ты сможешь обуздать свой нафс, остановить того яростного льва, да, тогда вот это есть сила. Это есть сила. И, конечно, Аллах, Он это все компенсирует. Если мы сделаем это ради Аллаха, то есть лишим свой нафс, а нафс-то хочет набить ему морду. Так хочет успокоиться, да? Или там сделать ему плохое, отомстить ему. Если мы сделаем это ради Аллаха, то есть остановим свой гнев, сдержим, тогда компенсацию нужно у кого ждать? От кого? Конечно, от Аллаха. Аллах, как у нас один мудрый человек говорил, он никогда в долгу не останется. Он всегда компенсирует сполна. И вот сура Аль-Имран, 133-134 аяты. Всевышний говорит: «Васари'у», то есть спешите, стремитесь, «иля магфиратим мир раббикум», к
прощению вашего Господа. Ваджанна, и краю, спешите к краю. Ардуха самават валь ард, ширина которого, то есть рая, равна небесам и земле. Уиддат лиль муттакин. И этот рай был приготовлен кому? Для богобоязненных. Ахлю таква. То есть тех, которые выполняли предписания Всевышнего Аллаха и остерегались его запретов. Дальше, в следующем аяте, Аллах описывает этих богобоязненных. Какие они? Аллазина, это те, которые юнфикун, которые расходуют на пути Аллаха. Но здесь есть особенность. Фиссараи ваддара. Они расходуют и в радости, и в горе. То есть, они расходуют, когда им хорошо, и они также расходуют, когда им плохо. Бывают люди, когда у них хорошее настроение, когда у них все дела идут, он такой щедрый, машаллах. Он такой хороший, да? А бывает время, когда лучше к нему близко не подходить. Некоторые говорят про них там, человек настроения, да? Особенно это говорят про руководителей, да? Иногда перед тем, как зайти к руководителю там, или у секретарши спрашивают, а так как там настроение-то? Надо туда заходить сегодня или нет? То есть, ну, вот очень много сил надо, когда человек будет творить дела, когда ему хорошо и когда ему плохо. Независимо от его настроя, настроения, там, его финансового положения. Да? Есть люди, когда найдут в себе силы, время, там, возможности в любом положении. Он все равно сделает это, поможет. Поэтому Аллах говорит, те, которые жертвуют, расходуют фиссара и ваддарра. И в радости, и в горе, и в трудности. И дальше. И те, которые сдерживают свой гнев. Те, которые сдерживают свой гнев. И прощают людей. Прощают людей. И в Коране Аллах использует два слова прощения. Сафх и есть еще афу. Ученые говорят, что это два этапа прощения. Первый этап – это когда афун, то есть ты освобождаешь его от ответственности. Человек ущемил твои права, забрал у тебя что-то, не вернул. Человек обидел тебя, и ты освобождаешь его от наказания. Ты не хочешь, чтобы его наказывали. Вот это афу. А есть еще сафх, то есть это когда ты, это намного сложнее, ученые говорят, ну это ахляк уже тема, я немножко ушел от темы. Это когда ты освобождаешь свое сердце от всех неприязней по отношению к нему. Это намного сложнее. Потому что иногда можно сказать, ну ладно, не наказывайте его, но и не показывайте мне его в глаза. Да, то есть оно осталось еще. Но вот когда ты вот от этого избавляешься, это, конечно, это высший уровень прощения. Поэтому Аллах говорит, те, которые сдерживают гнев и прощают людей, «Валлаху юхиббуль мухсинин», Аллах любит творящих добро. То есть это и есть добро, это и есть великое дело. Сурат Аль-Имран, 133-134 аят. И в судный день Аллах призовет тех, кто в мирской жизни сдерживал гнев перед остальными творениями для того, то есть он призовет перед всеми, отдельно призовет тех, которые сдерживали гнев, для того, чтобы они выбрали себе супруг, гуриф, то есть какую они пожелают. И Сахаль ибн Муаз ибн Джабаль передает от своего отца, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал того, кто, этот хадис в сборниках имама Тирмизи, Абу Дауд, того, кто сдерживал свой гнев, тогда как мог дать ему волю. То есть вот здесь очень, очень особенный момент. Когда ты не можешь дать волю, тут это другая ситуация. Там ты можешь дать волю, но тебе еще там дадут по зубам. Да? Это немножко другое. Когда ты слабый, это не то положение. А вот когда у тебя есть силы, как я уже говорил, ответить ему, да,
там, закопать его словами, закидать. Да? Вот когда у тебя есть возможности отдать волю своему гневу, ты его сдерживал. Аллах призовет их перед всеми творениями, то есть перед всеми они выйдут вперед в судный день для того, чтобы они выбрали себе любую из чернооких гурий. То есть они будут выбирать гуриев за то, что сдерживали гнев. Вот поэтому, дорогие братья, насихат всем, когда где-то очень хочется кому-то ответить, да, дать волю своему гневу, вы представьте тех гуриев, которые будут стоять в судный день, да, и вы будете выбирать между ними. Поэтому, не лишайте себя этого, не лишайте себя этого. И даже вот, могу даже добавить другой хадис, даже когда этот самый гнев вызывает ваши любимые жены, да, здесь тоже есть хадис. Пророк ﷺ сказал, когда жена в мирской жизни ущемляет права мужа где-то в чем-то, то и гневает его, то его гурии, его жены с рая начинают бранить и проклинать эту жену. Горе тебе! Ты почему обижаешь нашего мужа? Он же с тобой временно. То есть они начинают заступаться за него. Поэтому вот сдерживание гнева и тут компенсация неплохая, да? Вот, джазакумуллах хайр.